Я цахцот, а кинотых разнопалаку, а чары рыску, а дырра таракорцикл. Сегодня у нас в гостях молодой кинорежиссер, автор документальных и игровых фильмов Эсма Курхумал Апсны. Эсма, уже 8 лет у нас с тобой не получалось ни встретиться, ни познакомиться. Я очень рада сегодня тебя видеть здесь, у нас в студии. Я практически со всеми ребятами, которые или учатся сейчас, или готовятся поступать, каким-то образом мы встречаемся и общаемся. Ты уже не совсем начинающий режиссер. Сколько у тебя фильмов уже? Именно фильмов? Я называю фильмом законченное художественное произведение. Что ты называешь? Не этюды, не какие-то там упражнения. Вот сколько их у тебя? Около 15. Да. Боже, ну это просто замечательно. Мало кто у нас в Абхазии работает профессионально именно в документальном кино. Я хочу сказать для наших зрителей, что ты закончила 2 кинозаведения, то есть у тебя 2 кинообразования. Одно – это Питер, режиссура документального кино, и второе образование – это высшие курсы при ВГИКе, где ты училась режиссуре игрового и неигрового кино, правильно? Ты училась, потом еще училась, тебе чего-то не хватало. Вот есть ли у тебя ощущение, что ты чего-то добилась, что все сделано? Вот я видела твою работу в Мурзаканце, она мне показалась достаточно профессиональной, грамотной, показалась работой человека, у которого уже есть свой почерк. Спасибо, Ада, что пригласили на встречу, на интервью. На самом деле я себя не считаю, ну вот режиссер, понятие тоже относительное. Сравнивая с великими людьми, я себе даже, мне неудобно себя называть режиссером, да. Ну, почерк, наверное, начал давно прорисовываться, просто Мурзаканцы моя последняя работа, документальная, с игровыми элементами, сценами. Если честно, я как бы не подхожу к своим работам разумом, поэтому мне сложно как-то объяснить, почему именно я так снимаю. Просто это хочу, так чувствую, и вот в эту секунду так делаю. Но я надеюсь, что следующая работа будет лучше, выше, а значит немного другой. Форма твоего кино – это костюм, это танец, типажи очень характерные для нации, да? Эти все элементы, о которых я говорю, помогают твоим фильмам быть не просто документом каким-то сухим, а еще эмоционально воспринимаются. Ты проучилась в одном вузе, потом пошла учиться в другой вуз. Наверное, тебе чего-то не хватало. Я считаю, что обязательно человек должен получить образование, впитать в себя атмосферу, но я все равно осталась неудовлетворенной. Неудовлетворенной чем? Чего тебе не хватает? Как тебе кажется? Мне нравится сам мой метод съемки, то есть подготовки. Не знаю, может, это с опытом приходит просто. Я, может, думаю, что там где-то, куда ты идешь учиться, тебе не скажут, надо делать так. Просто это приходит с опытом. Но говорят же, надо делать так. Каждая киношкола, каждая мастерская, она преподает какие-то свои методы. Это иногда бывает сильное влияние мастера, слишком сильное иногда бывает влияние мастера. Все равно есть какие-то направляющие, которыми ты руководствуешься хотя бы в первых своих работах. Разве не так? Я с вами в этом плане согласна. Они даже говорят, как не надо делать. Вот это более правильно будет сказать. Как не изобретать велосипед. А дальше главное, чтобы человеку не ставили формата. Что ты имеешь в виду? Ну вот если он хочет попробовать в кино именно это сделать, и именно так, то ему, наверное, стоит попробовать, чем не пробовать никогда, потому что принято делать именно так. Это, кстати, единственная возможность при учебе в вузе делать то, о чем ты говоришь. Когда начинается взрослая жизнь, ты зависишь уже от обстоятельств. И тебе удавалось это делать, пробовать себя, находить какие-то свои, независимо от школы, от направления? Я делала кино по-своему. То есть сначала как бы я не скажу, что меня хвалили, наоборот, ругали. А потом, когда пришло время диплома, как бы уже оценили иначе совершенно. Может быть, именно в этом вы заметили, что есть какой-то свой почерк. Стоит ли не делать ошибки, которые можно избежать,
и в то же время не ставить себе форматы, и все время... Не потерять себя, да? Смогла ли ты найти эту меру, то есть научиться какому-то ремеслу, мастерству и в то же самое время не потерять себя? Как ты сама ощущаешь это? Я не могу оценить, в какой степени у меня это получилось хорошо, так как я говорю это о себе, но то, что у меня это получилось, я это делаю по-своему, это точно. Но я заплатила за это достаточно большую цену. Какую? Когда у тебя есть проводник или проводники, когда ты идешь по системе, это одна история, тебе легче. Когда ты выбираешь свой путь, он самый сложный. Какой путь свой? Еще на втором курсе могла пойти работать на телеканале. Я боялась. Параллельно ты могла и учиться, и работать, да? Да, это благодаря мастеру, не то, что моя какая-то заслуга. Но я боялась, я отказывалась до 4-го курса, а потом он уже как бы не предлагал, мы уже серьезно были заняты кино. Подсознательно уже потом с каждым годом я понимала, что я не смогу как бы подходить творчески, потому что я привыкну какие-то делать шаблоны. Это риск. Это очень хорошее качество, интуиция тебе подсказывала очень верные вещи. Давно, когда я училась, тогда снимали только на пленку, на кинопленку кино, и нам просто было запрещено подходить к телевидению. Считалось это вообще испортить свой вкус и все. Но сегодня время совершенно другое. Сегодня то, что мы пользуемся одной и той же техникой, меняет очень многое. Сегодня есть какие-то любительские начинания, ты даже фильмами не назовешь, когда человек следует своей интуиции, которые можно поставить выше каких-то заштампованных кадров. Как ты считаешь, учиться нужно или просто надо получить образование, или этой профессии учиться нужно? Получила ли ты какую-то уверенность, выйдя из стен одного вуза, потом другого? Я же тебя все время вытаскиваю, я пытаюсь от тебя услышать что-то о профессии. Я не хочу передавать молодежи свое разочарование. Иначе это может остановить их, они не поедут поступать в ВГИК, в кино и телевидение. Может быть, через год там все изменится или у них сложится по-другому. Только по этой причине не хочу им давать совет или говорить, что я разочарована лично. Ты считаешь, что это не обязательно получить знания по истории кино, посмотреть шедевры кино, послушать лекции выдающихся теоретиков и практиков кино, пообщаться в этом кругу? Разве одно это не стоит того, чтобы там поучиться? Я соглашусь, стоит, но не 5 лет, 3,5 максимум. Неправильная система образования в 21 веке. Может быть, в советское время именно 5 нужно было, сейчас не нужно столько времени. Мы живем в другом времени, все у нас идет быстрее, поэтому не нужно тратить 5 лет для того, чтобы получить этот диплом и право на то, чтобы считаться профессионалом. Да. Несмотря на это, ты проучилась не 5, а сколько? 5 лет и потом, да, 1,5 года практически. Все-таки хотела найти этот рецепт, вот скажи честно. Я и сейчас хочу, я чувствую, что у меня недостаточно знаний. Это не то, что самокритика уж такая. Просто всего не хватает чего-то, и с опытом, это приходит, наверное, с опытом. Ты каждый раз для себя открываешь что-то новое, что-то очень важное для себя. Есть два пути обучения кино в мировой практике. Первый путь – это обязательно надо поучиться где-то в киношколе, потому что есть ремесло. Ты можешь быть очень талантливым человеком, но кино – это синтетическое искусство. Оно требует слишком много комбинаций внутри себя. Не обладая ремеслом, ты можешь просто не склеить, не сложить художественное произведение. Оно у тебя будет просто разваливаться. Будет набор красивых кадров, будет набор обрывочных мыслей. В образовании важна эстетика, культура, манера поведения кинематографистов, участников группы между собой. Когда звукорежиссер, оператор, режиссер, сценарист, каждый знает, где его место, не к тому, что возникают споры, а к тому, что сама манера и культура, она не выходит за ненужные рамки. Это и есть профессионализм. Да. Этому тоже невольно, но ты обучаешься в университете. Нам очень не хватает здесь профессионалов. Людей, которые, вот как ты говоришь, которые знают, у кого какое место, с кем как разговаривать, которые умеют давать команды. Вот. Когда
когда ты, как режиссер, все эти точки расставляешь, создается нормальная, здоровая творческая обстановка. Я все-таки за профессиональное кино, вот, и за то, чтобы побольше было у нас профессионалов. Оно будет разное кино, их уже у нас много. Ну, больше большего не бывает. Правильно, согласна абсолютно. В твоих даже маленьких работах всегда задействована большая съемочная группа. Я еще подумала, такая хрупкая маленькая девушка и таким количеством людей могла управлять. Я всегда стараюсь, чтобы у меня была поменьше команда, поменьше людей, все камерное. Есть правила в кино, которые нельзя нарушать. Допустим, между каждым этапом должен существовать интервал. Это обязательно между подготовительным периодом, съемочным и монтажным. Больше всего нагрузки идет, конечно, на режиссера и, ну, может быть, и на продюсера. То есть он постоянно во всех процессах участвует. И поэтому нельзя пренебрегать и думать, сокращу время, быстрее сделаю. Приятно, что ты так думаешь, потому что сериальный вид съемок каждый день и без подготовки, это все ни к чему хорошему не приводит. Нет, халтура. Халтура, да. В российском кинематографе в сожалению. данный момент тоже очень сильная проблема с этим. Я вижу твои грустные глаза и вижу, вот как-то чувствую, что нет у тебя вот этого очарования от законченного вуза. Ты уже довольно взрослый человек, уже начинающим тебя не назовешь. И ты что-то поняла и в профессии, и в жизни, и поэтому у тебя уже нет иллюзий по этому поводу. Нет иллюзий. Нет иллюзий, да? Ты все время ездишь то из России в Абхазию, из Абхазии в Россию, В Турцию. ну или в Турцию. То есть Абхазия, она как бы тебя не отпускает. Когда мы варимся в своем соку и все время находимся здесь, мы немножко теряем ощущение реальности, себя. Тебе приходится ездить, и у тебя есть возможность смотреть со стороны оттуда сюда и отсюда туда. Мы подошли к нашему следующему вопросу. Ищешь ли ты другую форму? Эта форма, все понятно, ты ее освоила, ты ее сделала, это было хорошо в этой работе. Будет ли следующая работа такая же, или ты думаешь над новой формой? Я недавно увидела работы наших абхазы, коллег, живущих там за границей. Они оживляют с помощью режиссуры и операторского искусства монументы. Я поняла, что можно использовать предметы, и если ты мастерски, правильно это снимешь, ты можешь донести еще более сложно. Это будет уровень, но это другая совсем ступень. Ступень, я поняла другая. тебя. Я не знаю, получится у меня или нет, потому что я не пробовала, вот, но мне бы очень хотелось. Это подтверждает то, что ты человек, который не останавливается. Твой путь в жизни и в кино уже свидетельствует об этом, но я думаю, что следующая твоя работа будет другая. Я становлюсь, ну, надеюсь, лучше не потому, что это что-то внутри меня формируется, а благодаря испытаниям, которые выпадают в кинематографе. То есть каждый раз преодолевая их, это не только какие-то технические моменты, а вот я считаю, что человек должен расти духовно, личностно, и тогда он может это отражать в кино. А я скажу другую сторону этого, того же, что ты говоришь. То есть это делание, которое ты выбрала, то есть кино, оно есть то, благодаря чему ты познаешь себя и мир. Да. Это самое главное, когда ты попадаешь в жизни вот на такое делание. Твоя следующая работа будет в Абхазии? Не знаю, боюсь обманывать вас, предугадывать сложно. Я не могу сказать, потому что кинематограф — это такая вещь, ты сегодня скажешь, что вот я иду подписывать там контракт или договариваться, и вот все, вот, уже собираешь съемочную группу, и в последний момент все меняется. В принципе, все киношники через это проходят. Я видела твою одну игровую маленькую работу, немое кино. Я думаю, что мы ее и будем смотреть,
Почему-то вот ее я отобрала, «Мурзаканцев» все уже посмотрели, была большая премьера, другие фильмы тоже показывали. А эту работу, она мне показалась очень интересной и новой. И новой для тебя, наверное, тоже. Ты в игровом кино не так много и делала. Мы вообще движемся к тому, что это все рамки сотрутся, это будет и одно кино, где будут они смешаны, документальное и игровое кино. И мне бы очень было приятно, если бы ты работала дальше в Абхазии, здесь у нас. А сейчас мы посмотрим фильм «Эсмы» о Пейдж. Приятного просмотра!